Театр начинается не с вешалки, его подлинное продолжение ждет не в буфете, а в музейных залах. Там, словно за кулисами памяти, мерцают фотографии легендарных актеров, застыли в кадре сцены из бессмертных спектаклей, затаились в витринах театральные костюмы, хранят дыхание времени программки и оживают в видеофрагментах голоса режиссеров, драматургов, художников. Эта театральная история, обычно скрытая от посторонних глаз, подобно спящему гению в ожидании своего часа, чтобы однажды превратиться в завораживающий театральный роман. Открытие музея стало важным событием в культурной жизни республики. В церемонии принял участие президент Абхазии Бадра Гунба. Президент поблагодарил руководителя Бахрушинского музея Кристину Трубинову за проделанную работу и уникальную возможность прикоснуться к великому искусству. Мы все прекрасно знаем, что Абхазия был очень великий для как русской культуры, для абхазской культуры, так и мировой культуры. И открытие музея для нас очень важная веха в становлении не только самого театра, и очень важное культурное событие для нашей страны. Пользуясь случаем, еще раз благодарю руководителя музея, Кристину Дмитриевну, за такую уникальную возможность прикоснуться к великому Фазилию. Уверен, что этот музей станет любимым местом не только для жителей нашей страны, также и для многих гостей нашей республики. История Государственного русского театра имени Фазилия Искандера, несмотря на свою молодость, полна драматизма и возрождения. Основанный в 1981 году как Сухумский государственный русский театр юного зрителя, в 1990 году он был переобразован в Русский театр драмы. Отечественная война народа Абхазии едва не оборвала его судьбу. Театр лишился и здания, и труппы. Возрождение свершилось в 2009, а в декабре 2014 года после масштабной реконструкции здания при поддержке правительства Абхазии театр триумфально распахнул свои двери премьерой Мольеровского «Тертюфа». В марте 2017 года в знак признания выдающегося вклада в абхазскую и русскую литературу автора гениального романа Сандро из Чегема и таких известных произведений, как «Созвездие Козлатура», «День Чика» и философской сказки «Кролики и удавы» театру было присвоено имя Фазилия Искандера. Этот проект реализовался в кратчайшие, сжатые сроки на самом высоком уровне. Это показатель отношения к нам, показатель работы, показатель того, как мы взаимодействуем и какие результаты, какие плоды это взаимодействие приносит. Бахрушинский музей сегодня, видите, экспортирует технологии, самые современные, самые профессиональные, уникальные. И вот мы вообще думали, что наш музей, что какая вообще история у нашего театра, ничего не сохранилось. Все сгорело вот во время войны в здании, которое было утрачено. И после войны как-то все вот, собственно, не кодифицировано было, не собрано. И вот благодаря этому проекту мы смогли многое найти. Мы обратились даже к людям, к нашему народу. Может быть, у вас есть какие-то артефакты, приносите. И действительно это происходило. И то, что вот кабинет Фазилия Искандера мемориальный, мне кажется, это большая ценность для всех нас, для нашей страны. Не прошло и полвека, как стало понятно, что с такой историей театру без музея никак. Бахрушинский музей выступил в качестве группы поддержки и подписал соглашение с Министерством культуры Абхазии, одним из пунктов которого стало создание нового музея Государственного русского театра драмы имени Искандера. Для нас очень было важно, безусловно, создать пространство, которое будет доподлинно переносить нас в те времена, когда драматический театр начинал и делал свои первые шаги. Поэтому в первую очередь мы привезли из фондов уникальный первый костюм Аленушки к спектаклю «Аленький цветочек», вместе со всеми атрибутами и реквизитами самого первого спектакля на тот момент еще театра юного зрителя 1981 года. Экспонатов немало, их около 120. Среди них представлены уникальные архивные материалы, фотографии, костюмы, декорации, эскизы, афиши и другие артефакты, отражающие богатую историю театра, начиная с момента его основания до наших дней. Хотел бы отметить, что создание музея стало зримым подтверждением успешного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере между нашими странами, сотрудничество, основанного на принципах союзничества и стратегического партнерства.
Отдельно хотел бы отметить значимый вклад в реализацию инициативы по созданию музея со стороны первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Владимировича Кириенко и министра культуры Российской Федерации Ольги Борисовны Любимовой. Кроме того, в музее воссоздали кабинет Фазилия Искандера, и это будет первое мемориальное пространство писателя в Абхазии, так что театральный музей сразу станет отчасти и литературным. Кунда Шоуа, Аля Самичба, Абхазское телевидение.